Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Сергей Михедов. Психологическое здоровье – важная составляющая жизни каждого человека. Хорошие взаимоотношения с семьей и коллегами, а самое главное – с самим собой, основывается на психологическом здоровье человека. О том, что сегодня волнует якутян, а также с какими вопросами они чаще всего обращаются к практикующему психологу, мы поговорим с Авелевой Леной Владимировной, психологом диагностико-коррекционного отдела Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Добрый вечер, Лена Владимировна. Здравствуйте. Осень и начало зимы, время тоскливое, порой погода давит, настроения совсем нет. Как справиться с осенней хандрой? Есть ли какие-то, может быть, упражнения для этого, чтобы настроение поднялось, если вдруг его совсем нет? Наверное, каждый из нас чувствует последние буквально недели-две, что вот как погода меняется, так и состояние каждого из нас тоже претерпевает какие-то изменения. Да? Я, например, на себе это тоже очень отчетливо чувствую. И понимание того, что мы, люди, это тоже часть природы, да? Соответственно, в зимнее время природа замирает, время такого покоя, спячка, да, у животных. Примерно такое же состояние и нас настигает, так скажем, в это время года. Как же можно преодолеть? Что же можно сделать? У каждого, наверное, свой ответ на этот вопрос. Я бы, например, порекомендовала все-таки включить в свою жизнь какую-то двигательную активность. Например, для людей, которые всю неделю работают в офисах и с утра до вечера, ощущается нехватка свежего воздуха, да, гиподинамия. И здесь к нам на помощь может прийти какая-то такая активность, так скажем, в виде прогулки выходного дня. Или, например, могут найти для себя время и раза два в неделю посещать какое-нибудь занятие по душе. Например, занятия йогой или акваэробикой заняться. Мужчины могут ходить в спортзал, качалку, футбол, теннис. Вариантов разных много, у каждого свое что-то может быть. То есть какие-то упражнения, чтобы, так сказать, пробудить прилив гормонов, да, Да. Вот, позитивных внутри организма, и чувствовать себя, соответственно, лучше. Но я напомню, задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 42 14 39. Или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram +7 914 235 05 02. А вообще, сколько человек в день сейчас обращается к психологу? Ведь, например, у врачей есть свой лимит приема. Есть ли такой же лимит у психологов? Да, конечно. Вот на сегодняшний день запись к психологу у нас за 2 недели вперед. То есть настолько востребована сейчас наша работа. И психолог принимает по 3 человека в день. Не более. Более это уже чревато выгоранием, так скажем. Да, ведь? Сколько длится прием в среднем одного человека? Прием час. Если это психотерапевтическое какое-то, встреча такая с использованием психотерапевтических каких-то упражнений, да, то 1,5 часа. Да. Достаточно продолжительное время. Да. А что за это время происходит? Чаще всего, может быть, вкратце расскажете. Первая встреча, она направлена на знакомство и уточнение запроса клиента. Да? Потому что, как правило, клиент приходит с одним запросом, а на самом деле там, как говорится, за одним запросом может быть истинный запрос. Человек иногда приходит, не осознавая своего состояния. Мы всегда говорим о том, что добро пожаловать на встречу с самим собой. Потому что иногда бывает так, что в повседневной суете, да, человек перестает быть в контакте с самим собой, не понимает своего состояния, своих чувств. И как раз в таком состоянии часто приходят люди. А вообще, с какими вопросами чаще обращаются якутяне за помощью? Давайте составим небольшой топ-лист обращений. В свете последних событий эта работа ведется у нас с семьями мобилизованных, работа с мамами, женами, детьми, с вернувшимися солдатами самими, да, с СВО.
И сейчас много запросов именно по детско-родительским отношениям. Мы так подумали, с чем же это связано? Это связано прежде всего с тем состоянием, которое испытывают сами родители. То есть состояние тревоги за будущее своих детей, за будущее, ну, семьи, да, оно отражается и на детях. И, конечно, иногда родителям проще привести ребенка, чем осознанно, да, принять свое состояние и прийти самому. Чаще приходят с детьми, мы обязательно работаем и с ребенком, и с родителем. У нас такое вот условие непременное, что если обращаются за помощью, именно вот посмотрите, что происходит с моим ребенком, мы приглашаем и родителя тоже. То есть, получается, ребенок может заразиться вот этим тревожным состоянием, какими-то переживаниями, да? Да. И тоже их начинать переживать. Да. То есть, в первую очередь, обязательно, если вдруг человек себя чувствует в психологическом плане как-то нехорошо, это может угрожать детям. Конечно. Поэтому вот я бы порекомендовала родителям, да, и вообще каждой семье общаться за столом, да, например, как прошел день, какие могут быть там переживания у ребенка и так далее. То есть иногда бывает так, что каждый закрывается и не проговаривает то, что чувствует. А чувств бывает множество и разных. Бытует мнение, что к психологу чаще всего обращаются женщины. Они более открыты и готовы делиться своими переживаниями, нежели мужчины. Так ли это? И как часто к вам вообще обращаются мужчины? Я хочу сказать, что это не так. В последнее время вот 1/3 обращений – это обращение и от мужчин тоже в том числе. Да? К нам обращаются обычно молодые люди, которые хотят определиться со своей будущей профессией. Ну, это выпускники. Или молодые люди с запросами о супружеских отношениях. То есть не получается завести отношения, они обращаются к психологу. Ну, иногда, вот в частном случае, иногда так это бывают запросы, направленные на как бы понимание себя, личностные запросы. И часто это бывают запросы от людей, находящихся уже в отношениях, да? То есть в супружеская пара, и мужчины иногда сами бывают инициаторами, значит, посещения психолога, потому что на сегодняшний день, ну вот, как бы есть такая заинтересованность, желание улучшить отношения в семье, лучше понимать себя, своего близкого. То есть люди, в общем-то, понимают, что лучше идти к психологу, например, теперь чаще идут к психологу, нежели сразу подают на развод, например, Да, если да, какие-то да. проблемы в семье. Ну, это хорошая тенденция, на самом деле. Почему вот лучше вот обращаться, да, к нам? Потому что сам по себе развод, он не решит никакой проблемы абсолютно. То есть то, что происходило в одной семье, может продолжать иметь место быть уже и в следующих отношениях. То есть дело здесь не в смене партнера, так скажем, да? Вот, поэтому важно вообще как бы понять суть происходящего, от чего, почему. Ну, действительно, в жизни так очень часто и бывает, что там либо мужчина, либо женщина встречают одних и тех же партнеров на протяжении всей жизни. А в итоге выясняется, что, оказывается, это у человека какая-то, может быть, психическая какая-то проблема, может быть, да? Или вот настроена такого человека и встречает одних и тех же, можно сказать, да? И пока Просто он- внешний вид меняется. Да, и пока всё. он не проработает эту ситуацию, да, то ситуация будет повторяться. Ну, вы уже отметили, сейчас активно ведется работа с матерями и женами тех, кто находится в зоне специальной военной операции, и что они общаются между собой. Вот такое общение дает возможности чаще проговаривать свои переживания и таким образом от них избавляться в кругу тех, кто понимает. Либо нет, либо лучше к психологу обращаться. Да, ну, в нашем центре есть кабинет, в котором, значит, мамы встречаются, мамы мобилизованных солдат, контрактников, очень активную проводят работу. И вот с октября месяца мы уже периодически каждый выходной день в субботу, значит, для мам проводим групповую психологическую работу. Поначалу, конечно, было нелегко, потому что у мам не было доверия. Каждая из них, например, долгое время
со своими переживаниями находилась один на один. Но вот в тот момент, когда они консолидировались в группу и стали поддерживать друг друга, а позже и, значит, согласились на посещение психологических занятий, которые потом, значит, после этих занятий даже стали ходить на индивидуальные консультации. В общем, это, конечно, очень большое подспорье для мам, потому что любая работа в группе, она позволяет человеку почувствовать единение и то, что он не один, со своими трудностями, да. И есть люди, которые переживают похожие чувства, и они как раз-таки они являются поддержкой друг другу, опорой, потому что помогают друг другу в любой ситуации. Например, на сегодняшний день, общаясь с мамами, я знаю, что проведено очень много работы как для самих, значит, контрактников, да, они собирают посылки, отправляют, интересуются вообще условиями, делают все, что могут, все, что в их силах, даже и больше, я бы сказала. Огромная работа ими проводится, и вот низкий поклон мамам. И они помогают друг другу также. Например, устраивают на обследование некоторых женщин, да, потому что вот в ожиданиях какой-то весточки от своих детей они, например, перестают спать, все время пребывают в каком-то состоянии тревоги или страха, да, за будущее своего ребенка, за вообще, как все сложится. Мы ведь не знаем, и никто из нас не знает, когда это закончится. Вот. И такая групповая работа, она очень хорошо помогает. Ну вот мы часто видим в иностранных фильмах, в частности в американских, где сцены, где главный герой обращается за психологической помощью в анонимный клуб. Вот если у нас такие клубы в Якутии, ну и вот вы сказали про групповую терапию, что она хороша. А что лучше, групповая терапия все-таки или индивидуальная? Ну, больше, конечно, вот люди, которые осознают свои трудности, они приходят сами на индивидуальную терапию, да, и, значит, посещают консультации, и после того, как им становится легче, они понимают себя лучше, ну, прекращают ходить, или через какое-то время они опять могут вернуться. Иногда к нам ходят целыми семьями, значит, и дети, и родители, бывают как бы индивидуальные, групповые работы тоже. Вот. Что касается вообще как бы анонимности, да, здесь я, наверное, в очередной раз расскажу о том, что с нами неподалеку от Республиканского психологического центра по адресу Курашова, 34, уже вот какой 11-й год, мне кажется, да, собираются анонимные алкоголики, анонимные наркоманы и взрослые дети алкоголиков. Такое тоже, как бы такая группа на сегодняшний день собрана. И они начали свои встречи. Вот буквально я сегодня разговаривала, значит, с одним из организаторов, и нас приглашали, значит, посетить эту группу и пообщаться с этой группой, значит, со взрослыми детьми алкоголиков. Я, кстати, хочу сказать о том, что очень много обращающихся за помощью психологической, это именно они. То есть повзрослевшие дети алкоголиков там, где была зависимость одного или обоих родителей. И работы действительно очень много. Они повзрослели, эти люди, да, но вот то, что было в детстве, например, оно тянется прямо с детства как какой-то шлейф и мешает, конечно, в их собственной жизни. Там есть определенные какие-то уже установки и определенные паттерны, мы говорим, да, поведенческие, которые вот человек пережил в детстве какую-то травму, и во взрослой жизни она продолжает как будто бы над ним иметь влияние. Ну, а вообще работа психолога, она же подразумевает эмпатию.
Как сохранить баланс и золотую середину, чтобы не погрузиться с головой в проблему своего клиента, своего пациента? Ну, психологами становятся люди по призванию, и любой психолог работает своей личностью. Прежде чем начать, значит, оказывать психологическую помощь, сам психолог должен быть проработан, у него должно быть достаточное количество часов личной терапии. Да? Для чего это нужно? Для того, чтобы он смог оказывать эффективную помощь психологическую, не, так скажем, не сливаться с клиентом, уметь, значит, ну, есть определенные приемы, которые позволяют, значит, не погружаться. То есть не жалеть клиента, а сожалеть ему, да? Когда мы сожалеем, сопереживаем клиенту, то мы даем ему возможность самому как-то найти выход и, значит, сопровождаем его в этом деле. Если речь идет о жалости, ну, жалость, она как будто бы ставит над клиентом психолога, и она неэффективна в работе. Здесь мы должны помогать, идти за клиентом. Да? То есть, получается, психологу иногда тоже нужен психолог? Конечно, у каждого из нас есть свои психологи. Просто мы когда-то раньше начали это делать. Все понятно. Ну, а если психолог чувствует, что вот он не в силах помочь человеку, и ему требуется помощь психиатра, вот, как вы действуете? Обязан ли психолог кому-то сообщить о том, что у человека более глубокие проблемы? Да, конечно. Если речь идет о подростках или о молодых людях, мы обязательно, значит, связываемся с родителями или теми людьми, которые их заменяют. К сожалению, на сегодняшний день достаточно много таких обращений, и у людей есть такое предубеждение, что обратиться к психиатру, ну, такая как бы затабуированная тема, люди боятся. Но мы, значит, общаясь с психиатрами, говорили о том, что консультационная помощь, которую оказывают психиатры, она не предполагает постановки на учет. Поэтому мы рекомендуем или самостоятельно через регистратуру записывать детей. Обязательно. Есть и подростковые психиатры, есть и взрослые психиатры. Мы не можем иногда, бывает, помочь человеку, потому что он бывает в очень глубоком таком состоянии, с которым мы справиться действительно не в силах, потому что мы ведь практикующие психологи, мы не медицинские психологи, не психотерапевты, не психиатры. И, например, если человек обратится своевременно за помощью в ЕРПНТ, предположим, да, и начнет принимать какие-то препараты рекомендованные, его состояние стабилизируется, улучшится, может быть, меньше будет тревоги, навязчивых каких-то, может быть, мыслей, и улучшится даже сон. Иногда приходят люди, которые абсолютно не спят, лишены сна, да, ну, вот, очень много думают. И, конечно, нужно обращаться. Не надо бояться, надо обращаться, и потом уже в состоянии так более стабильном они могут прийти к нам на коррекцию, и мы можем дальше продолжить работать с ними. Ну, на современного человека порой давит информационная повестка. Особенно часто переживают эмоционально чувствительные люди. Но при этом нельзя себя усадить в информационный вакуум. Как быть в такой ситуации? Ну, во-первых, не быть всеядными, я бы так сказала, да, уметь как-то, например, доверять только таким проверенным источникам, ну, новостным каналам, например, да. И если человек чувствует, что вообще новости или какая-то информация, которую он время от времени видит, вызывают у него чувство тревоги, он может вообще перестать смотреть и как-то помочь себе прийти в такое состояние покоя. Потому что, ну, зачем усугублять ситуацию, если я чувствую, что после этого у меня давление подскакивает, я спать не могу. Ну,
человек сам должен как-то, взрослый человек, регулировать это. То есть какое-то есть такое понятие детокс, то есть, да, сделать Да. себе информационный детокс небольшой, отойти от какой-то внешней информации, может быть, побыть одному, немножко как-то прийти в себя, можно сказать, да? Вот, Может быть, вот да. это очень хорошее слово, на самом деле, прийти в себя. Потому что в потоке информации, да, на сегодняшний день человек может просто куда-то улетать мыслями, да, и действительно это очень важно. Иногда можно вообще позволить себе не брать телефон куда-нибудь Да. и уходить, например, на целый день, если это выходной день. Вообще сейчас очень много страхов за будущее, что будет, на что надеяться, и многие другие вопросы терзают людей, особенно сильно, начиная с ковидного времени. Вот. Как научиться отвлекаться? Вот вы уже какие-то приемы рассказали, но ведь часто говорят, что нужно жить здесь и сейчас. Как отвлечься? Ну, я согласна с вами. Последнее время, вот последние 3 года, мы живем в состоянии ожидания каких-то таких вот ситуаций. Мы не можем как будто бы расслабиться. У нас был ковид, затем были пожары, теперь у нас, значит, СВО, демобилизация, да. И вот говоря вот об этом, наверное, я все-таки упомяну о том, что каждый раз мы проходим какие-то этапы чувств и переживаний. И ну, вначале люди, наверное, уже и даже и не психологи знают эти этапы. Вначале, когда, значит, мы столкнулись с какой-то информацией, у нас возникает шок и отрицание. Не может быть. Мы вот до последнего не могли понять, что действительно происходит на Украине. Мы не принимали это. Да? Был этап шока и отрицания. Затем, например, наступает этап агрессии. Поднимается, значит, агрессия у людей. Могут где-то, например, конфликтные ситуации возникать, или ну, люди начинают выплескивать свое состояние наружу. Так. После этого возникает, значит, такой вот этап, называется торги или манипуляции. Почему именно с нами, почему в нашей стране, почему... Ну, то есть человек задается такими вопросами, да, или начинает какие-то, например, ритуальные действия выполнять. Если я буду, значит, например, что-то делать, то, может быть, будет совсем по-другому и так далее, да, к примеру. Следующий этап – это этап апатии или депрессии, когда человек, значит, замедляется, у него теряется интерес к жизни, вообще ко всему происходящему, как будто бы уходит куда-то энергия, нету сил. И вот эти вот все этапы, которые я назвала, они у каждого проходят по-разному. Кто-то быстрее, значит, проходит через них, кто-то медленнее, кто-то застревает на каком-то определенном этапе, на том же этапе, например, депрессии или апатии, да, может застрять человек. Важно пройти через эти этапы. И последний этап, который наступает, это этап принятия. Мы не можем изменить ситуацию. Никто из нас не в силах изменить то, что происходит, да. И принятие – это значит то, что мы как-то можем уже в этой ситуации действовать, как бы чрезмерно не уходить в то или иное состояние, да. То есть иметь какое-то критичное мышление к происходящему. Ну, это значит иметь возможность действовать. То есть, может быть, не останавливаться, да, не опускать руки, не просто расслабляться, а продолжать делать то, что делаешь. Конечно. То есть, проще Да. говоря. То есть, если есть работа, ходить на работу, заниматься своим делом и стараться ни в какую сторону не уходить, да? То есть, не погружаться, может быть, в какие-то внешние раздражители. Да. Вот мне подсказывают, когда нам поступают звонки, вот жительница Алдана спрашивает, может ли она получить консультацию психолога по телефону. Вот притом она не сама хочет поговорить, а и у нее и сын 13 лет. Проводят ли такие беседы с подростками? Может. Ну, как я уже и говорила, значит, у нас в городе Алдане есть филиал нашего центра. Она может напрямую обратиться туда. Если по каким-то причинам так, человек все-таки хочет получить помощь в республиканском нашем центре, он может позвонить по телефону 31 91 09 и записаться к психологу. Но при этом помнить о том, что не только ребенок, да, будет проконсультирован, но и мама тоже.
Мгм. Вот еще один вопрос. Мне предстоит сдавать сессию, а я очень сильно волнуюсь. Как морально подготовиться к какому-то событию, может быть, к сессии? У каждого свой секрет, я бы так сказала, да. Все мы были студентами. Но прежде всего, наверное, не усугублять ситуацию, а вовремя, значит, делать все, что необходимо. Если нужно писать конспекты, писать конспекты. Потом у каждого ведь каждый по-разному запоминает. Кому-то нужно один раз прочитать и запомнит человек. Кто-то, может, запоминает материал, когда пишет. И просто найти свой способ, который позволит ему быть более уверенным. И иногда можно, например, собираться коллективно, разбирать те или иные билеты вместе, как группа взаимопомощи. Да? Ну, конечно, не забывать про сон, потому что, например, не спать всю ночь, а потом идти сдавать экзамен, это не лучший вариант. Обязательно нужно выспаться, может быть, как-то суметь себя взбодрить, контрастный душ принять, да. И, ну, каждый может по-своему, наверное, подобрать для себя что-то подходящее. Я знаю один такой момент, когда-то со мной делилась одна моя родственница, она говорила, что я перед тем, как пойти на экзамен, а она музыкант, обязательно покупала себе шоколад. То есть у нее был такой вот секрет. Она всегда покупала для себя шоколад, садилась за рояль. Их очень хорошо сдавала экзамены. Вот То есть вот так это помогало, проще говоря, настроиться. да, Просто, да, она хорошая сдача как бы экзамена. не волновалась. Вообще вот бывают разные состояния психические, да, в том числе и депрессия, например, да. Расскажите, как можно распознать? Может быть, есть какие-то тревожные звоночки, когда, вот, например, кто из близких может наблюдать за Да. поведением своих родных, когда уже стоит обратиться к специалисту? Когда человек перестал выполнять какие-то привычные для него ранее действия, да, элементарно перестал ухаживать за собой, когда, например, замкнулся, стал мало разговаривать, пытается все время уединиться, закрыться, или нарушен сон. Ну, обычно бывает видно, да, таких людей, они перестают общаться, круг общения замыкается, например, с трудом начинает даваться учеба или работа. То есть вот дезадаптация любого вида, да, это уже такой тревожный сигнал. Тревожный сигнал, и нужно быть внимательными друг к другу, да, не бояться и обращаться за помощью. Не, ну вот может быть хандра, да, а может быть действительно депрессия. Как отличить? Какие-то есть отличительные признаки? То, что, например, длительное время имеет место быть, это уже, конечно, такой сигнал к тому, что нужно обращаться за помощью более такого, так скажем, психиатра мы говорили, да, какое-то более, непродолжительное время какая-то, может быть, апатия у человека, потом он найдет в себе силы. И это не повод обращаться. А вообще, вот можно ли по причине депрессии, например, взять больничный на работе, ну, как в западных странах? Распространено. Насколько я знаю, да, вообще обращаются с такими состояниями к неврологу, да. Если вот бывают люди сами выискивают у себя какого-то рода заболевание, это называется ипохондрия, да, по-другому. То есть, и даже если, например, анализы хорошие у человека, человек может сердиться. Как это так, у меня хороший анализ? Я ведь себя плохо чувствую на самом деле. Да? На самом деле это проявление ипохондрии. То есть, здесь иногда бывает достаточно тоже, например, такой более глубокой консультации для такого человека, потому что и это помогает. Ну, вы уже говорили об этом, но вот тоже у нас есть вопрос от зрителя. У меня очень сложная и ответственная работа на производстве, работаю сутками. И стал замечать, что после ночной смены не могу отдохнуть, не спится. Весь день хожу вареный. Как заставить расслабиться свою нервную систему и не думать о работе? Вообще, если человек работает ненормированно, да, и в ночную смену, обязательным является отдых.
Если долгое время, например, пренебрегать этим и вот так вот круглосуточно ходить, нету ни ночного сна, и днем человек не может отдохнуть. Ну, в общем, через какое-то время человек может очень серьезные проблемы со здоровьем получить, потому что все-таки нервная система, она требует какого-то отдыха. И, например, я бы рекомендовала обязательно хотя бы часа 4-5 после смены попробовать себя настроить на сон, а для этого может быть какое-то, значит, такое ритуальное действие может у него быть. Он пришел домой, принял теплый душ, значит, попил какого-то успокоительного чая, да, выключил все и позволил себе поспать там часа 4 или 5, хотя бы для того, чтобы восстановить свои силы. Если долгое время, значит, пренебрегать этим, ну, поднимается чувство тревоги у человека, проблемы с сердцем могут быть, да. Ну и вообще мы ведь знаем, что если человеку хотя бы какое-то время не поспать, 2 суток, 3 суток, вообще могут начаться слуховые галлюцинации или вообще, вот, то есть состояние человека, это ну, невозможно. То есть базовую потребность, в данном случае потребность в сне, нужно удовлетворять обязательно. Мы уже говорили о некоторых симптомах, в частности, депрессии. Как понять вообще, что пора обратиться к психологу? Вот. Есть ли какой-то минимальный, может быть, перечень фактов, которые намекают на скорую встречу со специалистом? Ну вот мы как будто бы повторяем то, о чем я говорила уже, да. Ну, если человек длительное время в каком-то определенном состоянии пребывает, например, тревога, да, или прямо плаксивость, или бывают у людей панические атаки, которые выбивают из колеи, совершенно не дают возможности работать, и они боятся, что вот паническая атака накроет. Она ведь и накрывает действительно в любом месте. Иногда человек может ехать в автобусе, и у него могут быть приступы удушья и тахикардии усиленные. Да? Человек прям думает, что он умирает. Значит, ну, обязательно нужно, конечно, обращаться за помощью. Ну, В таких случаях, да, потому что за помощью, значит, принимать препараты, которые снизят, возможно, тревожность, да, ну и потом могут обратиться за помощью к психологу. А может быть, не позже. доводить до этого, может быть, есть какие-то... Конечно. Ну, наверное, первое, что это продолжительное, наверное, какие-то долгие состояния Да. одного вида, да, например. Какая-то апатия, может быть, долго, да, какое-то такие состояния. Напряжение постоянно какое-то долгое время. Вообще вот склонность подавлять чувства, она может сыграть такую злую шутку с человеком, да. Что я имею в виду? То есть, когда мы долгое время подавляем наши чувства, не проговариваем их, они ведь никуда не уходят. Они копятся, и через какое-то время, значит, наступает такое состояние, когда вот человека начинает прямо на уровне тела, тело начинает сигналить, так скажем, да, о том, что нужна помощь. Вот я бы еще хотела, знаете, на чем заострить внимание телезрителей, на том, что если вы значит, в какую-то ситуацию попали, да, посттравматическое расстройство, мы называем такие ситуации, например, или в аварию человек попал, или у него был пожар дома, или ситуация насилия какая-то была, да, то обязательно нужно обращаться за помощью. Обязательно, потому что вовремя неоказанная вот помощь, да, неполученная помощь, извините, она может привести потом даже к психическим расстройствам, к сожалению. Это так? Вот. Ну, давайте предлагаю на этой рекомендации и закончить наше общение. Надеюсь, что наш разговор для телезрителей был полезен. Лена Владимировна, спасибо, что нашли время, пришли к нам. Желаю вам успехов в вашей непростой работе. Спасибо.
Ну, а я напомню, вы смотрели программу «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.